У памятника Кангаролу Андару собрались его ученики, друзья и близкие. Сегодня, 29 марта, ему бы исполнилось 60 лет. Кангарол Борисович был одним из тех, кто достойно представил свою родину во всем мире. Благодаря его наставничеству Тува обрела множество талантливых хомейжи, поклонники которых проживают по всему земному шару. По случаю памятной даты сотрудники Центра тувинской культуры показывают документальный фильм «Чингис Блюз» с 28 по 31 марта, куда приглашают всех желающих. Фильм повествует о путешествии исполнителя американской музыки, слепого джазмена Пола Пены в Туву. Это путешествие стало возможным благодаря его знакомству с Кангаролом Андаром. Я помню, как он сиял изнутри и как легко он нашел общий язык со зрителями. «Чингис Блюз» – номинант премии «Оскар». Фильм также получил приз зрительских симпатий кинофестиваля «Сэнденс». Сотрудники центра перевели его с субтитрами на русский язык. До этого в российский прокат он не выходил. То есть он случайно услышал горловое пение по радио, потом сам самостоятельно научился его исполнять и впоследствии встретился с Кангаролом Борисовичем, когда он давал концерт в Америке. И тот его пригласил для участия в симпозиуме Хумеи. И так он в 1995 году вместе с друзьями смог приехать в Туву и принял участие в этом симпозиуме. И об этой его поездке и рассказывается данный документальный фильм. И он подходит ко мне, хлопает меня по плечу и говорит: «Да, нужно, чтобы ты выучил тувинский. Тебе необходимо быть в Кызыле в 1995 году». Случайно или благодаря горловому пению о Туве слышало множество известных личностей. Артисты и ученые стремятся в Туву по самым разным причинам. Одним из первых такое путешествие предпринял знаменитый физик Ричард Фейнман. Горловое пение только подогрело его интерес к далекому краю. К сожалению, завершить путешествие удалось только его другу Ральфу Лейтону. С падением железного занавеса заграничный интерес к уникальной культуре только вырос. И во многом благодаря именно Кангаролу Андару. В фильме, да, там показывается интерес иностранцев к нашей культуре, горловому пению. Но, с другой стороны, также такие работы, они учат и нас самих больше внимания уделять нашей культуре, то есть больше ее ценить. То есть глазами, в данном случае создателей фильма, мы можем посмотреть на свою культуру как бы со стороны. И тоже можем открыть некоторые ее новые стороны для себя. Богатый разными и неповторимыми событиями, путь и биография одного из самых ярких хомейжи республики отражены в фотовыставке «Жизнь в каждом кадре». Организатор экспозиции – его дочь Хургулек Андар. На самом деле здесь фотографий дома было еще больше, но мы смогли только это поместить. Он очень любил фотографироваться. Везде, где бывал, его фотографировали не только наши фотографы, но и зарубежные. Он сам мог попросить сфотографировать его, мы его фотографировали. Поэтому я считаю, что фотография – это то чудесное, это та чудесная вещь, которая может оставить навсегда человеческий облик для нас, для будущих поколений, и поэтому его образ никогда не исчезнет. Кангарол Борисович выступал в самых престижных концертных залах мира. Участвовал в ток-шоу легендарных американских ведущих. Он объездил весь земной шар, неоднократно посещал Америку, Японию, страны Европы и другие, прославляя тувинский хомей и национальную культуру республики. Все это отражено в фотографиях из личного архива семьи хомейжи. Он для нас был как родным отцом. Он учил нас всему жизни и всем секретам нашего тувинского горлового пения «Хумей». Самое главное достижение Кангарола Андара – вклад в восстановление тувинской культуры с глубоким прошлым. Всемирно известная горловым пением Тува вознесла искусство хомея на беспрецедентный уровень. Уже выросло новое поколение талантливых артистов, которые продолжают развивать национальное искусство и осваивают новые горизонты творчества. Мы даем слово нашему учителю, что мы будем продолжать и развивать, и оставим эту культуру, которую он нам учил, нашим
сыновьям, детям, дальнейшим поколениям. Дома он был очень тихим. Наверное, он так берегал свою энергию для того, чтобы вне дома он мог быть таким громким, веселым, всегда улыбающимся. А дома он мог тихо посидеть, подумать и быстренько убежать, делать свои дела. В эту памятную дату его друзья, ученики и близкие не испытывают печали. Наоборот, они рады тому, что Кангарол Борисович оставил о себе память, вдохновляющую упорно творить и радоваться жизни. От имени всех этих учеников хотим поблагодарить нашего учителя за тот вклад, который он внес в нашу жизнь. Спасибо ему и его семье. Даян Дансюрюн, Айра Асад, Чайхан Дангак, Буян Монгуш, РС Монгуш, Азамат Учур, ТУА-24.